Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. В этом видео я размещу модель герба Российской Федерации на подушку и медальон щит с окаймлением в виде ветровки. Приступим. Создадим новый проект. Ширина заготовки 300 мм, высота 350 мм, толщина 25 мм. Разрешение хорошее. Первое, с чего мы начнем, создадим щит или медальон под наш герб. Для этого вы можете скачать подходящий, понравившийся вам щит из интернета, нарисовать его самостоятельно. Я же воспользуюсь встроенной коллекцией Vectric. Перейду на вкладку 3D коллекции, клипарт, панели и щиты. Выберу подходящий мне экземпляр щита. Спускаемся в самый низ и выбираем понравившийся нам щит. Я создам его самостоятельно, поэтому выберу вектора. Удалю все ненужное, оставлю только внешний вектор. Выберу вектор, перемещу его на вновь созданный слой, назову его основание. Сразу удалю пустые созданные слои. Давайте сделаем контур вектора, соответствующий размерам нашей заготовки. Выберем инструмент изменения размера, установим точку привязки в середине вектора, зададим ширину на 20 мм меньше, чем ширина нашей заготовки. Создадим основание нашего щита. Отобразим 3D вид для удобства моделирования. Выберем наш вектор, выберем инструмент плоскость, зададим высоту 10 мм. Имя элементу основания. Перейдем на вкладку «Компоненты», переименуем наш уровень в основание. Для дальнейшего моделирования создадим новый слой, назовем его, например, «Центр». На этом слое мы будем создавать центральную часть нашей модели. Перейдем на вкладку «Дизайна», импортируем модель герба России. Перейдем в 3D вид, расположим по центру нашей заготовки, установим ширину модели. Основание у нас 280. Давайте отступим с краев по 25 мм, предварительно убрав связь X, Y, Z. Установим высоту нашей модели равную 15 мм. Переходим на следующую вкладку, располагаем модель, позицию по низу, импортируем. Переходим на вкладку компоненты, отключим основание. Такая модель у нас получилась. Замечательно. И продолжим моделирование центральной части модели. Выделим наш герб, перейдем на вкладку дизайн, создадим ограничивающий вектор. Перейдем на 2D вид, отключим пока видимость 3D компонента. Проинспектируем созданный вектор. Как мы видим, есть некоторые артефакты. Давайте перенесем созданный вектор на новый слой и назовем слой герб. Перейдем на этот слой и разгруппируем созданные вектора. Удалим лишние артефакты, снова сгруппируем вектора, сместим наши вектора внутрь на 1 мм. Удалим исходный, так как он нам больше не понадобится. Сгруппируем полученные вектора. Выберем внешний вектор и сместим его на 20 мм. Расположим окна вертикально. Приступим к созданию подушки. Для этого выберем внутренний вектор и вектор, созданный ранее. Создадим круглую форму. Смотрим, что у нас получается. В принципе, неплохо, но вот это очень высоко. Давайте уменьшим профиль до 30. Высоту до 12. Вы можете установить самостоятельно понравившуюся вам высоту. Ну, я думаю, что это еще можно немножко уменьшить высоту до 10. Вот. Оставлю. Если здесь 50. Покруче, да, она будет покруче. Высоту теперь можно уменьшить до 10. Ну, вы можете подобрать самостоятельно, как вам больше понравится. Я оставлю вот так. Назову этот компонент подушка. Применить, закрыть. Переходим на вкладку компоненты. Компонент подушка опущу под герб. Остановлю. Перевыделю герб и смотрю, какова его высота. Так, его высота у нас 14, почти 15. Хоть я немножко притопил. Минус 1 миллиметр. И выберем режим соединить. И подушки тоже выберем режим соединить. Давайте отобразим основание, чтобы посмотреть, что у нас получилось в итоге. Ну, уже хорошо. Теперь нам необходимо
поднять бортик вокруг подушки. Для этого выбираем внутренний вектор и сместим его внутрь на 2 мм. Выберем вновь созданный вектор и внешний вектор. Создадим плоский элемент высотой 5 мм. Назовем его ободок. Перейдем на вкладку «Компоненты». И у нас в режиме «Сложить». Потому что он у нас накладывается на наше основание. Перенесем его вот сюда. Перейдем в 3D. Отключим вектора. Ну, вполне готовый герб на подушке. Но нам необходимо еще сделать какое-либо обрамление. Для этого переходим в 2D вид. Выбираем внешний вектор, смещаем его внутрь на 11 мм. Это будет наша направляющая, на которой мы будем создавать орнамент в виде веревки. Для того, чтобы создать веревку, нам нужно сначала создать соответствующий элемент. Я его создавать не буду, я просто перейду в 3D коллекцию, в раздел границы и выберу соответствующий элемент для создания веревки. Переименую его в элемент веревки. Установим высоту 18 миллиметров и высоту элемента 2 миллиметра. Выберем созданную направляющую. Выберем инструмент вытягивания плетения. Задать направляющую. А в качестве сечения выберем компонент. Элемент веревки. Заполнить копиями. Установим, давайте, 50% перекрытия. Переплетение нам не надо. Масштаб не надо. Назовем компонент веревка. Применить. У нас большие расстояния. Давайте немножко увеличим перекрытие. Уже лучше. Еще чуть-чуть. Нет, меня это не устраивает. Давайте отменим. Перейдем в 2D вид. Сначала разберемся с нашей направляющей. Перейдем в режим редактирования узлов. И немножко ее подредактируем. У нас очень много точек. Давайте мы ее сгладим. Кривую безе сохранить его. Заменить исходную. Окей. Теперь для того, чтобы она у нас была полностью зеркальной, разрежем наш вектор посередине. Удалим правую половину. Установим ровное положение ровно по центру. Видим из режима вертикального и выберем инструмент «Отобразить зеркально». Отобразить относительно центра заготовки, создать зеркальную копию по горизонтали. Выберем второй вектор и соединим, перенести в конечные точки. Теперь у нас полностью зеркальный вектор. Ну что ж, давайте еще раз попробуем создать веревку. Давайте немножко уменьшим наш элемент, например, до 16 или до 15 мм. Опять выберем вектор. Вот так вот уже красивее. Да? Немножко уменьшим плотность. Тут у нас не очень красиво не получается. Нет. Давайте 55. Назовем компонент веревка. Применить накрытие. Перейдем на вкладку компоненты. Отключим пока нашу веревку. Давайте попробуем повернуть на элемент. Для этого сначала его скопируем. Давайте мы его отразим. Давайте попробуем повернуть все-таки на 45 градусов. Выберем наш вектор. Задать. Но так даже интересно немножко, да? Единственное, что нам надо увеличить этот элемент. Бросить, закрыть. Давайте его увеличим до 30 миллиметров. Ну, так вот лучше. Я так и оставлю. Веревка 2. Применить. Ну вот, в принципе, наша модель готова.
за исключением бортиков вокруг веревки. Давайте их сделаем. Переходим на вид. Убираем внешний вектор. Делаем смещение внутрь на 3 мм. Убираем внешний вектор и тоже делаем такое же смещение. Только наружу. Теперь убираем эти вектора. Создаем форму высотой 2 мм. Сделаем 80, например. Бортики. Давайте разукрасим, чтобы нам было лучше видно. Выберем наш герб, дополнительные параметры и выберем использовать заливку. Выберем коричневый. Выберем подушку, заливку, вот такую. Выберем веревку. Давайте сделаем желтый. Вот такой красивый герб у нас получился на подушке. Берем отображение наших элементов. Перейдем на вкладку обработки и проверим высоту нашей заготовки. Толщина нашей модели составляет 24. Давайте изменим ее. Делаем 24,5. Оставим полмиллиметра сверху. И наша модель готова. Осталось только создать обработку. Давайте посмотрим, что у нас получится. Выберем фрезеровку по контуру, качество глубины, толщина материала. Мостики нам сейчас не нужны. Последний проход снимает припуск. 2 мм. Только выделить внешний вектор. Вычислить. И давайте создадим чистовую обработку. Беру фрезу радиусом 0,5 по вектору. По тому же вектору. Назор по контуру на 2 мм, чтобы обработать края. Выберем растер. Вычислить. Давайте посмотрим. Запустим сначала контур. Удалим его. Давайте уменьшим скорость немножко, чтобы посмотреть. Вот у нас получилась такая модель. Давайте изменим положение источника света. В принципе, вполне достойно. Изменяя различные параметры, можно значительно улучшить полученный результат. Надеюсь, что у вас именно так и получится значительно лучше, чем получилось у меня. Для дальнейшего использования этой модели с возможностью ее редактирования сохраним ее в виде клипарта. Для этого выделим всю нашу модель, моделируем экспорт 3D графический элемент. И выбираем папку пользователя общие документы, электрик, клипарт. И в папку мои шаблоны. Герб на подушке. Сохранить. Теперь, если мы перейдем в 3D коллекции, клипарт, мои шаблоны, мы видим, что у нас есть элемент. Также мы можем сохранить данный элемент в виде STL модели. Для этого выбираем экспортировать видимую модель STL. Нажимаем экспортировать. Ожидаемся, когда будет построена модель. Вот эта модель построена. Сохранить результат в виде STL модели. Ну что ж, на сегодня все. Если будут вопросы, пишите в комментариях под видео. До новых встреч!